Всем привет! Сегодня у нас в гостях всем известный оппозиционер, человек, который, ну, из Республики Саха, житель Республики Саха, человек, за судьбой которого следили очень многие из вас, из нас, да? Вот, это Айхал Амосов. Сегодня он находится уже в Германии, да, мы можем об этом говорить, да, правда? Да, Вот, и можно говорить. поэтому, да, поэтому согласился с нами на интервью. Спасибо большое тебе, Айхал. Вот, ну и мы, наверное, начинаем. Первый мой вопрос к тебе. Как тебе вообще первые твои ощущения после казахстанской тюрьмы быть на свободе? Ну, во-первых, на свободе, во-вторых, в другой стране. До сих пор не верю, что я на свободе, потому что я готовился к тому, что меня отправят в Россию, и я там буду сидеть очень долго. До сих пор не верится, что я в Германии, пока еще не привык к местному быту. Но со мной все хорошо, и я справляюсь со всем. Я вот вчера Мгм, заселился в общежитие, и сейчас я живу вместе с украинцами. У меня сейчас все хорошо. мгм. Давай твою историю, да, если кто-то забыл, давай начнем с самого начала. Вот, значит, 22-й год. Это было больше 2 лет назад, да? Начинается Да. война. Россия, значит, российская армия входит на территорию Украины, и Путин объявляет о том, что он начинает специальную военную операцию, да, для того, чтобы там, как он говорил, бороться с нацизмом. Твои первые впечатления, когда ты об этом узнал? Я до этого знал, что будет война, и мы с моим другом поспорили на это. Он сказал, что Путин умнее, он не будет таких ошибок делать, совершать. Я сказал, что все идет к войне, и скоро война будет. Скорее всего, э, вообще вот совсем уже скоро. В этом году война будет. Он сказал, что давай поспорим, до лета войны не будет. Я сказал, давай поспорим. И мы поспорили на 3 пиццы, и на следующий же день или через 2 дня Россия вторглась в независимую Украину, и все объявили, что война случилась. И мой друг вообще офигел. Он сказал, как ты это узнал? Ну, я сказал, что следил за всем этим. И примерно я понимаю, о чем думает Путин, что он вообще хочет. И потом, начиная с 24 февраля 2022 года, с самого первого дня я стал заниматься антивоенной деятельностью. И вот мой друг, с которым я жил, он, кстати, бурят, он мне тоже помогал. Мы вместе расклеивали антивоенные листовки, он меня снимал на видео. Ну, не всегда, конечно, но я пытался его таскать с собой. А так, а, во время моей антивоенной деятельности мне много кто помогал. И кто-то временно был со мной, кто-то до сих пор со мной. Но это нормальное явление. Люди не выдерживают такого стресса. Кстати, что с этим парнем, с бурятом, который тебя снимал? Вот эти вот все видео, где ты баллончиком писал на стенах, да? Ты об этом же говоришь? Тогда он тебя снимал? Да, да. Нет, не Мгм. все видео он снимал, но Ну, многие. половину, да. Ага, Сейчас он в ага, Казахстане. После того, как я освободился из тюрьмы, я у него стал жить. Точнее, сперва я жил у азербайджанцев, они меня встретили. И какое-то ага, время я жил у азербайджанцев, потом я связался со своим другом бурятом, он говорит, давай переезжай ко мне, я один живу, и я к нему ага, поехал, и мы с ним стали жить. ага, понятно. Слушай, ну вот твоя деятельность, да, антивоенная,
она началась в феврале, да, насколько вот мы знаем. И потом же тебя где-то весной, да, или летом тебе первая административка прилетела. Нет, меня же с февраля, нет, да, с конца февраля начали искать, и через месяц, так, февраль, март, где-то в апреле, в начале апреля меня уже поймали. Они меня месяц искали в городе и в пригороде. Потом вот поймали, у меня уже административки были после этого. 3 или 4 Ага, административки. ага. А потом уже СИЗО было, да? Нет, СИЗО уже позже было. СИЗО это летом. Нет, не Летом. летом, в августе. В августе. Ага. В общей сложности ты в СИЗО провел сколько? 42 дня. 42 дня. Ага. Это вот в самом Якутске, да, СИЗО, который? Нет, меня еще без тяжа отправляли через реку конвоем. Там без всяких колония же. Э, Нет, я сидел, там они сказали, что это типа гибрид СИЗО и спецприемника. Спецприемник и Ага, СИЗО гибрид. ага. Оно четырехэтажное было, и там, ну, оно такое большое было достаточно. И Мгм, там, короче, размещали тех людей, которые должны были уже получить срок в Махсаулахе, там, мгм, мгм, Махсаулах, Ленск и там Чита, что ли, ну, уже в России где-то. И там они сидели, и особо опасные преступники там сидели. мгм. Это получается, у тебя уже уголовка была, да, когда тебя в Бестях отправили? Да, да. Ага, ага. Как тебе, как тебе отношение было в якутском СИЗО? И с кем ты сидел, и, может быть, с охранниками? Все же понимали, да, А, что происходит или нет? Ну да, многие понимали. Короче, м, нас там без всяких заставляли, а, когда вечером или ночью заставляли ходить по продолу, точнее бегать в позе ласточки. Вот такая, ладно. И меня там без всяких еще в одиночную хату кидали, потому что приказ приходил, чтобы меня там, я в камере ни с кем не сдруживался, не общался, слишком хорошо не сидел. Без всяких там у нас этого воды из-под крана не было, туалет не работал, ну вот смыв туалета. Там, короче, чаши генуи, и там смыв не работает. Воду мы брали с улицы, 5-литровых этих баклажках, сами таскали это. Ну, они типа под присмотром, короче, под конвоем идешь на улицу и берешь с этого, с батареи. Что еще? Холодно было без всяких. Вот когда я сидел в Якутске, в ВВС, там хорошо было, но там каждый день по 2 раза СМОН был. Утром, в 7 утра вроде, и вечером. С матрасами на плацу выходишь, тебя металлоискателем проверяют, заходят в хату, тоже проверяют, там стучат с молотком, матрас проверяют. И так каждый день. И что еще там было? Да, вот с душем проблемы были. Мы практически не мылись. Либо если когда мы мылись, то была очень холодная вода, либо очень горячая вода. Кипяток был. Ну, то есть, получается, ты особо ни с кем не общался, да? Нет, я общался с сокамерниками, Ага. Как они но вообще относились к твоей антивоенной деятельности? ну, кто-то говорил, что и какой-то несерьезным делом занимаются, а кто-то, наоборот, поддерживал. Мнения разные. А, Мгм, Ну, в мгм, общем, понятно. нормально. Не было такого, А, что типа, кто-то меня там гнобил или оскорблял, не было такого. ага, ага, ага. По большей части относились прохладно, ну, там малое количество людей поддерживало. Кто-то там, какой-то уголовник сказал, но он же на стенах не АУЕ писал, он же не пропагандировал там вот этот воровские всякие идеи, а он просто написал «нет войне».
Мгм. Ну, то есть я понимаю, что ты политический, да? Да, да, да. Ну, и тебя потом из СИЗО ты вышел, да? И ждал, судебное же, да, у тебя? Ты же в суд не пришел, да? Нет, почему? Я приходил в суды. Мгм. На один из, на последнее судебное ты, короче, не явился. Да, я тогда же побег устроил. Да, ты же уехал, да. Да, я Ты уехал. уехал, я не знаю, ты хочешь об этом рассказывать или нет? Как, ну, я понимаю, что это очень длинный разговор, как ты ехал, Да. с Ну, какой, я могу рассказать. какие люди тебя вывозили. Давай, может быть, кратко, да? Потому что вот, Да, вот этих людей, которые занимаются вывозом призывников, там, мобилизованных, политических, которых вывозят тайно, да, из России, они вообще работают, их все знают. Например, есть такая крупная проект «Дети лесом». Ты не хочешь говорить, да, об этом? Тогда мы не говорим. потому что скоро тоже много эмиграции будет, ну, побега. Мгм. И Мгм. я сам могу рассказать, как можно это сделать. И лучше Мгм. ФСБшникам, чекистам не знать тропы. Ага. Ага. Я-то уже знаю, как можно побег строить. Не, ну, об этом можно говорить для того, чтобы люди знали, к кому обращаться. Понимаешь? Если они до сих пор не уехали и думают, и вдруг их припрет, и чтобы знать, к кому обращаться. Ну, Они могут обратиться ко мне, а я уже могу связать. ага. Да, ну хорошо. Мы, короче, с тобой остановились на том, что если кто-то хочет, до сих пор еще не уехал из России, хочет уехать, то может обращаться к тебе. И ссылку, значит, Да, на твой телеграм я оставляю здесь в описании к этому видео. Правильно? правильно. Ага, окей. Наверное, Казахстан это первый. Я не знаю, ты выезжал до этого за рубеж? Или Нет, Казахстан первая страна, куда ты поехал из России? Беларусь. А, Беларусь Я была же сперва, еще, да? да, Беларусь. Ну, Мгм, мгм. Ну и как тебе? Как тебе Казахстан? Ну, Беларусь, может быть, конечно, я хотела про Казахстан спросить. Как тебе Казахстан? Ты же там довольно это, долго прожил же. ну да, относительно долго прожил. Мгм, Казахстан мне очень понравился. Люди очень гостеприимные. И мне вот эти казахи очень помогали. За это көп рахмет сізге. Казахам большой респект. ага, Казахи мне всю дорогу помогали. Я и с казахами работал, вот когда в Алматы был. И в тюрьме хорошо сидел с казахами. ага, Всегда поддерживали. И мне вот помогали казахские политактивисты. Есть такая организация, Роял Казахстан. Вот они мне помогали. И мне ага. еще помогала активистка Бота Бота Шарибжан. Шарибжан. Мгм, Да, весь год она мне отправляла дачки, писала письма, мгм, мгм, книги отправляла. мгм, мгм. Да, Бота объявляла у себя все время постоянно тебе сборы. Ну, и тебе, и Да, другим да, политическим заключенным. Да, она большая да, да. молодец. И потом у тебя еще, наверное, был один из самых крутейших, да, адвокатов в Казахстане, Я не который знаю про это. работает с Муратом. Я про Мурата говорю. Мурат Адам, ну, он какое-то Да, время работал. какое-то время поработал, Но да, с тобой? большую часть времени Инара Масанова меня защищала. Угу, 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 Это адвокат КМБПЧ, угу, угу, Комитет по правам человека. И мне угу, еще очень помогла правозащитница Гульмира Куатбекова. Вот Гульмира Куатбекова и Бота Шарибжан очень сильно помогли мне. угу, угу. Ну да. Почему-то про этих людей никто ничего не знает, но эти люди прям просто а, очень крутые. Мгм. То есть, если Они кто-то в очень много чего Казахстане, делают да, для политических, для вообще заключенных очень много всего делают. мгм, Гульмира Куатбекова и Бота Шарибжан. мгм, мгм. Слушай, а расскажи, а чем ты занимался в Казахстане? Ну, Работал? я знаю, у тебя же выступления были, да? Ты же там проводил какие-то концерты. Ну это мы сделали один антивоенный концерт
И, короче, я хотел еще дальше делать, но Ага, что-то не получилось. Мы ага, обнулились. Там были разные рок-группы, там они играли вообще разные. New Wave, там панк-рок, там фанк играли вроде. Вообще разные люди пришли. Работники ага, индрайвера пришли еще поддержать. ага, ага. Какие-то 40-летние люди, что меня удивило. Ну, в смысле 40-летний. Ты хочешь сказать, что 40 лет уже все? Пора на покой? Нет, нет, я не хочу так сказать. Просто эти люди не слушают рок-музыку. И меня Ну, удивило тем то, что более люди, панк, которые да? далеки от этой темы, они прошли. Не, мне кажется, 40-летние как раз-таки сейчас, вот 40-50 лет, они как раз-таки хороший рок слушают, да? Да, да, А не попсу. да, да, да. Да, вот у меня такой вопрос. Тебя в Казахстане, то есть получается, что, значит, российская сторона запросила тебя, ты был в розыске, да? Я правильно понимаешь, да, по Я был в странам международном СНГ? розыске. Да, для Я был в России международном международный розыске. розыск. Международный розыск, я хочу пояснить, для России это не то, что они ищут преступников, допустим, в Америке, да? Для России Мгм. международный розыск это только страны СНГ. Правильно же, да? Так, еще одно пояснение. Раньше они сотрудничали с Интерполом, Да. а сейчас, после войны, Интерпол с ними не сотрудничает. Ну, точнее, Россия с ними не сотрудничает. Мгм. Сейчас у них международный розыск — это страны СНГ. Азербайджан, Мгм. Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан, А Узбекистан. Грузия? Грузия нет. Грузия, потому что она в этом Евросоюзе. Грузия — Мгм. это Европа. Нет, нет, Грузия еще пока не в Евросоюзе, очень хотят, но они, да, по-моему, они не занимаются экстрадицией, да? Но Грузия особо-то не сотрудничает с Россией. Мгм. Мгм. Да, У да, них, да. короче, Россия пытается повлиять на Грузию, пытается свои щупальца туда, но все равно Грузия пытается отстаивать свои права и пытается быть самостоятельной и независимой. Мгм. Мгм. Ну, Но судя по Россия тому, что сейчас всегда... происходит в Грузии, конечно, сложно. Да, но сами послушайте, у Российской Федерации очень много денег, и они вот тратят эти деньги, чтобы влиять на другие, на чужие страны. Молдова, Грузия, еще там Узбекистан, Казахстан, там очень много стран. Ага, ага, Они пытаются влезть в их дела, ага. в их политику. Ну да. То есть, получается, вот Россия тебя запросила, ты находился в международном розыске, и, видимо, Да. в Казахстан пришел конкретный запрос. И тебя кто-то сдал, да? Или они тебя как-то отследили? Ну, для того, чтобы люди понимали, как вообще это происходит. Короче, когда я сидел в здании КНБ, КНБшники сказали, что мы к тебе вообще претензий не имеем. Ты, во-первых, КНБ не это русский. казахская что? Национальная безопасность, да? Нет, Комитет национальной безопасности — это Ага, местные ФСБшники. ага, Они ага, сказали, мы к тебе вообще претензий не имеем. Ты ничего противоправного не делал на территории Казахстана. Ты никого не убивал, не поджигал, там, не взрывал. А то, что там русские сказали, что ты террорист, это вообще типа, они ебанутые. ага, У них тоже там своих проблем хватает. А, у меня нету претензий к КНБшникам, у них нету ко мне претензий. Они сказали, ты можешь находиться на территории Казахстана сколько хочешь. Ты вообще ага. типа живи. Так, а почему тогда ты сидел в тюрьме? Ну, потому что у них есть правила. Россия и Казахстан, они должны сотрудничать, обмениваться преступниками, Мгм, если в розыске. А, у них вот этот договор уже давно, походу, мгм. со времен Назарбаева. То есть, И получается, вот Россия они... запросила, и они тебя, вместо того, чтобы экстрадировать, они тебя посадили в тюрьму. нет, сперва они меня посадили в тюрьму, и потом уже должны были за мной приехать конвой и забрать меня, чтобы доставить в Якутию или куда-то. Мгм, мгм, Но в это время, как меня поймали, я сразу же подал запрос на политическое убежище
в Казахстане. И это, короче, этот запрос, эта бумажка на 3 месяца, действует на 3 месяца. И Мгм. каждые 3 месяца я продлевал это. Мгм. И в этом, и в этом деле мне очень помогла Инара Масанова, Мгм. потому что она, ну, это ее, короче, именно ее работа. Она чисто этим занимается. Мгм. Инара То есть Масанова тебя это поэтому адвокат. не экстрадировали? Да, только поэтому. Потому что я выигрывал время. Они меня могут держать только 1 год, 12 месяцев. Санкция Мгм. такая. И нужно в этом плане, если тебя посадили, ты должен выигрывать время, Мгм. чтобы из Якутии или там с Москвы конвой не приехал и не забрал тебя. Поэтому Мгм. тут как это шахматная партия. Они делают свой ход, ты делаешь свой ход. Мгм. Мгм. Правильно. И мне нужно было выиграть время, чтобы меня резко не забрали. Они очень хотели меня забрать. И за это время ты успел сделать, тебе успели сделать паспорт, да? Нет, я вышел, и когда я освободился, они уже там делали. Мгм. Мгм. Но они что-то То, медленно делали. ну, то есть это тоже travel паспорт, да, который выдается политическим беженцам, да, международная защита, да, Да, так да. называемая. То Сейчас, есть подожди. ага. То есть он делается тоже определенное какое-то время, Вот так да? выглядит. Мгм. Но это в Казахстане выдают, да, такой? Или, это немецкий, серенький такой. Ага. У нас в Да, да. Польше синий. Мгм. И этот travel паспорт могут получить даже те люди, у которых нет загранпаспортов. У тебя же не было загранпаспорта же, да? У меня не было загранпаспорта, потому что я никогда не думал, что выйду вообще куда-нибудь. У меня Ага, не было планов куда-то уезжать. Я ага, даже в Петербурге не был, ни в Москве не был. ага, И э, вот когда резко случилась война, и я всем этим стал заниматься, только тогда у меня как план Б появилась мысль, что, возможно, мне придется куда-то уехать. ага, ага, А так изначально у меня такого плана не было. ага. Ну вот, при помощи, то есть можно теперь констатировать факт, что при помощи правозащитных организаций человек даже вот в Да, такой патовой, казалось бы, ситуации, когда паспорта нет, да, когда очень сложно вообще что-то делать, и по пятам за тобой идут вот эти вот спецслужбы, да, то все равно можно действия предпринимать, не сидеть на месте, да, что-то делать и таким образом выехать, да, из страны. да, правильно. Я хотела еще, знаешь, что спросить? Ты же вот вообще, когда тебя вот, когда о тебе люди узнали, да, многие стали слушать твою музыку, да, твои песни. И там на самом деле же очень много политики. Ты Ну, всегда вот был такой, да? Или как это я вот вообще всегда к тебе был пришло? политизированным. Короче, надо рассказать, это очень долго надо рассказывать. А, В Ну школьное давай, время, вот, коротко. коротко, в Ну, не... школьное время я узнал, что такое рок-музыка. Мгм, И что рок-музыку можно использовать как инструмент влияния на людей, на массы. И можно про что угодно петь. И ты сам выбираешь. Это самодеятельность. Мне с самого детства нравилась самодеятельность. То, что люди руками делают. Ну, там стихи пишут или там глиняные горшочки делают, пекут хлеб или что-нибудь такое, короче. И вот я подумал, что надо высказываться. И у меня до моей группы, вот, действующей группы, было очень много групп. Я в разных группах играл. И везде я говорил про политику. Вот у нас есть песня «Илдархан», а она была написана во время правления Егора Борисова. Я тогда критиковал их, потому что они все выходцы из Алросы, и я говорил про это своим друзьям, но мои друзья были аполитичные, и они говорили, типа, зачем ты про это говоришь? Это же неинтересно. Это не модно, не интересно и не актуально. Но я вот с тех пор еще говорил про это и до сих пор говорю. мгм. Нет, ну, сейчас же наоборот.
как бы, мне кажется, ну я не знаю, как в Якутске, да, конкретно как в России, но мне кажется, политики очень много. Наш народ вообще очень сильно политизированный. Все интересуются, что происходит вообще и на местах, в самой республике, и то, что происходит за рубежом, и то, что происходит в России. Мне кажется, наоборот, очень много политики. Или я, может быть, не знаю, ошибаюсь. Ну, в последнее время, да, очень много политики стало. Мгм. Люди становятся более осознанными, они начинают задумываться о таких вещах, типа, Мгм. почему так, начинают задавать вопросы. Мгм. Мгм. В Казахстане ты на такие темы с нашими Саха разговаривал? Или они тоже стараются не держаться подальше от политики? В Казахстане я общался с очень малым количеством саха, потому что большинство э, боятся меня как прокаженного. Типа не хотят связываться со мной, потому что у меня статус террориста, и никто не хочет типа общих фото или каких-то связей с террористом, потому что типа я прокаженный. Интересно, да? Человек, который выступил против войны, писал «нет войне», Сахала против войны, да, не ходите на войну, считается террористом, да? Да, и этот Талибан приезжает в Казань, как там их, БРИКС, саммит БРИКС, Да. да, Талибан зовут с Афганистана. Мгм. Вообще мы живем в такое интересное время, м, смешное какое-то время. Везде какая-то ирония. Человек, который никогда не хотел в Европу, приезжает в Германию. Ну, я про себя говорю. Россия называет террористов людей, которые против войны, там, которые борются а, за независимость, а настоящих террористов зовут на саммит БРИКС. Это очень странно. Какая-то злая шутка есть в этом. Да. Ну, я думаю, после войны очень много людей напишут книги про это, всякие размышления. Потому что вот вся эта почва, да, стоит будет это долго-долго перерабатываться, десятилетиями. Об этом будут много писать, про это странное время. Мгм. Слушай, а как ты вот в Казахстане, ты новости вообще получал? Год прошел, целый год. Это же огромное количество времени. Очень много произошло событий за этот год. Ты новости как-то Да, получал в Казахстане? Следил за а, новостями? следил за новостями, но я был в конкретной изоляции, поэтому я получал отрывками и мало новостей я получал. Мгм. Мне вот друзья писали письма, но не все письма доходили до меня. Мгм. То есть, А так то есть, спасибо казахстанским активистам за то, что они вот писали письма, книги отправляли. то есть получается, что ты сейчас вышел на свободу и добираешь, наверное, да, все то, что произошло за этот год, целый год, Да, как бы да, ты да, из да, жизни выпал, да? Ну и да. как тебе Я картина до сих пор в мира? шоке. Я узнал, что в Якутии летом сгорел 1 миллион гектар. Это очень большая территория. Оказывается, Путин приезжал в Якутию. И много кто умер, кстати, потому что этот год високосный же год. Мгм. Еще говорят, что это год кармы. Я не знаю. Да, много всего случилось. Я до сих пор медленно, постепенно это все изучаю. Но я после тюрьмы конкретно отстал от жизни. Как будто я год сидел в глухой деревне и резко приехал в большой город. Ну, так-то я думаю, что год не очень много, а люди там и дольше сидят, да? Вот, так что Да, я год не думаю, так что ты много, доберешь но быстро.
В зависимости, кто это говорит, потому что когда я сидел год, мне показалось, что это очень долго. А люди, которые на воле, говорят, ну это же год, это типа фигня, это не так много на самом-то деле. А для человека, который год сидел, допустим, я когда освободился, азербайджанцы, которые сами тоже сидели в тюрьме, они сказали, бля, год это много. Типа, как Мгм. ты это сидел? Ну вот они Мгм. понимают, потому что они сами в тюрьме сидели, и мне сказали, да, это много. Это очень много, Ну, да. разные мнения, короче. Люди, которые никогда не сидели, говорят, что это мало, а люди, которые сидели, они говорят, ну, они знают, через что там надо проходить, поэтому они говорят, да, это долго. Мгм. Вот. Но там условия получше, да, чем в якутском этом СИЗО. М, Ну, немного получше, да, немного получше. Ага. Мгм. Понятно. Какие у тебя планы? А может быть, ты расскажешь, если хочешь, как ты ехал в Германию? Германия? Мне Самолет помог, там, как это было? да-да-да, на самолете я поехал, полетел. Мне помог билеты купить Денис Козак, он там, сотрудничает с этими а, фонд помощи левым политзаключенным. Там у них вроде главный этот Андрей Рудой, Мгм. блогер, Вестник Бури. Вот Андрей Рудой, фонд помощи левым политзаключенным, мне выделили деньги, чтобы я купил билет до Германии. Я летел через Анкару до Берлина. В Я Ангаре вот 4 проездом был, дня, да? Мгм. да, в Анкаре проездом был, там 2 часа был. А, вот 4 дня назад или 5 дней назад прилетел в Германию. Сперва в Берлин, потом в Дюссельдорф. Мгм. А в Германии тебя кто-то встречал? Как ты сам Да, там анархисты. вообще? Меня встречали анархисты, и я с ними, А вот почему они, анархисты? Расскажи. ну, а, я же общаюсь с левыми, Ага, вообще всю дорогу общаюсь с левыми. И вот они меня поддерживают, я их поддерживаю. И ага, они спросили, тебя кто-нибудь будет встречать? Я сказал нет, и они сказали, тогда мы тебя встретим. ага. Понятно. Слушай, какие планы на будущее у тебя? Что ты собираешься делать? Я так понимаю, ну вообще еще один вопрос дополнительный сначала, да? Ты собираешься ли ты вернуться в республику? И пока Однозначно, да, пока это время, да, идет, пока мы готовимся все к возврату, к возвращению, да, нашему большому такому массовому, да, ага, да. что ты будешь делать? Короче, у меня в планах так, найти работу. Мне нужно накопить деньги, чтобы к возвращению в Якутию, в республику, я вернулся с достаточным количеством денег, ну, чтобы работать. И буду налаживать связи. Я хочу со многими познакомиться. а, и с Сахалар в эмиграции, и с русскими, и с украинцами. Ну, короче, чтобы связь была. И м, мы будем тут помогать политзаключенным вообще и деколониальным активизмом заниматься. Это очень важно. Кстати, Германия в этом плане очень хорошее место, потому что они именно за деколонизацию, там они поддерживают деколониальных активистов. Поэтому я вот думал, что, возможно, я неправильный выбор сделал страны, но сейчас я думаю, что я все правильно сделал. А что такое активизм деколониальный для тебя? Как ты вообще, какой ты видишь республику в будущем? Это Вообще, федерация или это независимое, это, ну, как бы в составе федерации мы находимся как субъект, да, или мы нет, независимое нет, государство, или что? мы Как? независимое государство, мы можем жить сами, а, отдельно, самостоятельно.
Почему-то многие в это не верят. Я не знаю почему. Дети, когда становятся взрослыми, они же уходят с отчего дома, с родительского дома. Они же не живут до 40 лет на вожделении у родителей. Понимаете, о чем я, на что я намекаю? У нас свой путь отдельный. Мы не русские, мы другой народ. Мы должны быть независимыми. Это такие очевидные вещи. Люди настолько тупорылые, что этого не понимают. Вот даже взять Казахстан. Казахи же живут как сами по себе. Почему мы не можем быть как казахи? Почему мы не можем быть как азербайджанцы? Почему мы не можем быть как грузины или как Молдова? Чем мы хуже? Мы же можем так жить? Или мы какие-то отсталые? С одной стороны говорим, что у нас очень много талантливых, умных людей, а с другой стороны говорим, что мы не можем быть самостоятельными. Мы должны, как будто обязаны жить всю оставшуюся жизнь с русскими. Но это не так. Мы можем самостоятельно жить. Когда человек становится взрослым, он едет в город, снимает себе квартиру, оплачивает за электроэнергию, за квартплату и живет как хочет. Это такие примитивные вещи, простые, да? Но люди почему-то этого не понимают. Настолько тупорылые, блядь. И каждый раз надо ссориться с ними. Мы не Ну да, можем так. жить. Мы не можем жить в зависимости от России, от русских. Это какие-то созависимые отношения. Мы должны отделиться, мы должны жить для себя, для своего народа. Вот поэтому деколониальный активизм, он очень важен. Я в будущем вижу, что будет парад независимости, как раньше вот были такие парад Пора независимости. суверенитетов, ну. Да, парад суверенитетов, да, правильно сказали. Мгм, Африканские страны, потом вот этот СНГ. Ну, мгм, короче, много чего было. мгм, Если историю почитать, то там мгм. все. А, Ну хорошо, а как ты думаешь, что это произойдет? Это будет спокойный сценарий или наоборот это будет очень какой-то сложный? Как нам все говорят, Мне кажется, что это... хорошие русские же нам говорят, у вас начнется война гражданская, вы будете друг с другом воевать за территории или за власть. Мне кажется, что это будет тяжело, потому что в России ничего легко не происходит. Ну, на севере я имею в виду. Что-то у нас тяжело будет, наверное. Но я не думаю, что мы будем воевать друг с другом за территорию. Я вижу, что тувинцы, саха, буряты, алтайцы, калмыки, казахи все объединятся в один союз. Мы будем поддерживать друг друга, у нас саппорт будет, но будем работать для своих стран, для своих Мгм, независимых республик и при этом поддерживать друг друга, быть опорой друг для друга. Ну, мы же будем соседями, и вот как жители одной лестничной площадки мы будем ходить друг к другу в гости, звать друг друга на Новый год, на ИГ мгм, и делиться тем, что у наших соседей нет. Ну вот, допустим, у казахов проблемы с водой. Мы можем дать им воду, а они нам что-то еще. мгм, Вообще, на самом деле, легко. Ну да, очень много людей, у них рабское мышление, и они не могут это представить, потому что они всю жизнь прожили сперва в Советском Союзе, потом в России, при путинском режиме. Помните эту легенду? Моисей 40 лет водил евреев по пустыне. Два да, поколения погибло, потому что у них рабский менталитет был. И родились новые дети в пустыне, у которых свободное мышление. А сейчас я верю новое поколение сахар, которых вот эти зумеры, они, они свободно мыслят, и они верят в себя. Они не закомплексованы, как наши родители.
Поэтому я верю, что наши республики будут свободными и независимыми. Сейчас дети зарабатывают больше денег, чем взрослые люди в интернете. Они намного умнее, чем мы. Поэтому есть шанс, что мы станем а, независимой страной. Потому что если человек начинает зарабатывать деньги, он хочет быть независимым. Он уже, у него есть какие-то там а, условия, претензии. Типа он вот так хочет жить. Он не хочет жить плохо. Он не хочет жить в болоте. Он хочет путешествовать. Он хочет, чтобы вокруг него а, хорошие условия были, деревья росли. А у нас в Якутии деревья все уничтожают, рубят. В городе Якутске там вообще зелени нет. Вы, наверное, видели, да? А, Везде пыль, грязь. В таких условиях вообще нельзя жить. Но вот тут я смотрю на окно, вот сидя вот в общежитии в Германии, там вообще зелень. Люди так хорошо живут, и мы не хуже немцев. Мы можем так же жить. У меня есть вот вера в то, что мы можем так жить. Тут так много деревьев, хотя мы живем в большом городе. Вот трава зеленая. И каждый день я вот смотрю на этот пейзаж и думаю о Якутии. Почему мы так плохо живем? Может быть, нету у нас людей, которые не хотят двигаться, не хотят что-то делать. Многие люди боятся перемен, трусливые А люди. ты, а ты готов сам заниматься этими переменами? Ты же Да, правильно говоришь? Да, 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 отлично. конечно. Вообще мне интересна вот эта вся деятельность, вот этот процесс. Мне скорее не финал интересен. Я получаю большое удовольствие от процесса. Вот даже когда я в тюрьме сидел, я много чем написал, там читал. Я понимал, что вот человек, который занимается революционной деятельностью, он должен отсидеть в тюрьме. Это нормальное явление для а, революционера, потому что многие люди сидели в тюрьме. Троцкий сидел в Якутии, Ленин сидел в тюрьме. Ну, даже если вот не брать коммунистов, то много кто сидел. Багдарын Сельба сидел в тюрьме, Далан сидел в тюрьме, Уххан сидел. Ну, он, точнее, ну, короткое время там сидел Уххан, но все равно тоже сидел. Просто люди не знают этого. Они не общаются же с ними. Уххан, допустим, живой. Можно было бы с ним пообщаться. Он много мог бы рассказать. Ну, Он, Ухан сейчас живет в республике, он не может говорить. да, может он говорить. Просто он боится. Ну вот, я Его об же этом и дети говорю, да. уехали. Его дети уехали в Европу. Он сам остался, потому что он типа такой. Я Патриот. останусь. Да, Ухан это автор книги Ну, потом «Центральное стали. дело». «Центральное дело». А вместе с М, Сушницким, с Иваном, это бывший тоже журналист, очень хороший, умер уже. Вот, они написали очень большой труд сделали. Из Расследование. архивных документов Расследование. написали, да, центральное дело о преступлениях, а, ну, в прошлом веке, которые были совершены против Саха, да, в республике Да, да, да. Саха. Да. Вот. Ну, слушай, ну классно, очень хорошее желание такое менять. Я когда уехала из республики, 40 лет я прожила в Якутске. И когда я первый раз приехала в Европу, Кстати, в я хочу Варшаву, сказать, да, вот вы сказали, что Ухан патриот, и он остался в республике. Так мы тоже патриоты. Мы разные абсолютно, люди. У нас, 100%, сто да, процентов, а, у нас временная миграция. Мы же вернемся. Троцкий да, вернулся, мы тоже вернемся. Ухан да. просто не захотел. Ну так вот, я когда приехала в Варшаву, я вот долгое время я ходила по улицам и удивлялась, почему мы не можем жить так, как живут поляки? Почему у нас так грязно? Почему у нас нет Да, зелени?
Почему у нас нет благоустроенных нормальных домов? Здесь неблагоустроенных домов, даже частных, да, вы практически не встретите нигде. Да, если у тебя неблагоустроенный дом, и ты не можешь, там, тебе нельзя копать яму выгребную, запрещено, да, то тебе государство бесплатно предоставляет уличный туалет. Ну, слава богу, здесь зимой тепло, можно ходить. Не в наши -50, да, но таких домов очень мало. Вот. И все время ходила и удивлялась. Тебя это тоже ждет. Ты сейчас будешь ходить по Германии, да, по городам, по улицам и будешь думать о том, как же сделать так, чтобы у нас в республике было так же красиво, чисто, все для людей. Да, тут все для людей. И А у нас пенсии там, высокие, и социалка да, хорошая, и да, детские и социалка, пособия, да, и здравоохранение, и образование. да. Все. Нас всего миллион. Нас всего миллион. Мы можем это сделать. Мы ничем не отличаемся ни от поляков, ни от немцев. У нас тоже две руки, две ноги, одна голова. Мы такие же, как и они. Мы можем. Если захотим, мы все можем. Да мы еще очень креативные, да, посмотри, Да, какая у нас все-таки айтишники, да, киноиндустрия у нас тоже развивается, анимация да, у нас развивается, мультики уже стали делать, игры да, выпускаем, да, мы все можем. А какой у нас туризм может быть шикарный, правда? Весь мир да, захочет да, поехать к нам, потому да. что Северный полюс это не Северный полюс, а как полюс холода, да, это вообще э, очень шикарная идея для туризма. Вот. Ну все, будем заканчивать, Айхал. Спасибо тебе огромное. Я надеюсь, что мы с тобой не в последний раз общаемся, и у нас с тобой еще, может быть, будут какие-то совместные проекты. Да. Кстати, вот казахские стендаперы подарили мне футболку. Мгм. И что Тут там написано написано? на казахском. Короче, не закрывай мне рот. Отлично, Не отлично. затыкай мне рот. Есть у Казахские тебя... стендаперы Ага. борются за право свобода слова, короче. Мгм. Мгм. Есть у тебя что-то сказать нашим Саха? Вот напоследок. Так, я хочу сказать так. Нас ждет еще больше трудностей. Будет тяжело, и нам нужно сплачиваться, объединяться. Предстоит очень много работы. Я собираюсь возвращаться в Якутию. Я не знаю когда, но я точно вернусь в Якутию. М, Скорее всего, мы все там встретимся. И когда война закончится, когда Путин умрет, мы поймем, что все наши разногласия, все наши споры о независимости, о каких-то таких вещах, они на самом-то деле очень мелочные по сравнению с историческими событиями. Они вообще а, очень маленькие. И у нас только одна жизнь, и мы не должны тратить ее на какие-то пустые вещи, на ссоры, там, на конфликты. Я думаю, что нам нужно всем объединяться, попытаться понять друг друга и как один кулак действовать все слаженно вместе. Тогда у нас все получится. Я верю в нас, и у нас будет хорошее будущее. Не зря я вышел из тюрьмы. Это все не просто так. Все это должно было произойти. Значит, есть какая-то надежда. Я верю в это. Свободу политзаключенным, свободу Александру Габышеву. Якутия будет свободна.